Здравствуйте, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. В России ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский день, также известный как День русского языка. Творчество великого поэта знакомо каждому из нас с детства. А впервые Пушкинский день в России отметили в 1880 году. Именно тогда был открыт памятник поэту на Страстной, ныне Пушкинской площади в Москве. Собрался весь литературный бомонд, были организованы шествия и публичные декламации стихов. Государственный статус этот праздник поэзии получил в 1997 году, а в 2011 году он соединился еще с одной значимой датой. Тогда был подписан указ о ежегодном праздновании Дня русского языка. И сегодня с моим гостем, руководителем Ассамблеи народов Якутии, председателем русской общины Александром Подголовым, поговорим о том, как сегодня воспринимают легендарного поэта, а также насколько сильно любят русский язык у нас в Якутии. Здравствуйте, Александр Львович. Здравствуйте, Ирина. Ну, раз у нас такая тема, не могу не спросить, какое у вас любимое произведение Александра Сергеевича Пушкина. Может быть, прочтете пару строк? Вот я, к сожалению, прочитаю из другого, а у меня любимыми произведениями было два. Это «Пиковая дама» и «Дубровский». Это проза Пушкина, мне больше нравилось. Например, можно прозу наизусть? Нет, ну прозу-то я не смогу. Нет, но начало первой главы Онегина я прекрасно помню. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но боже мой, какая скука. Да, и дальше. Но несмотря на то, что порой подростки говорят о том, что страдания Евгения Онегина не особенно им близки, произведения никуда из программы не делись. Да? Вот как, на ваш взгляд, почему произведения Пушкина не стареют? Пушкин, у него же просто гениальный язык. Вот просто гениальный язык, русский гениальный язык. Вот благодаря Пушкину у нас есть тот русский язык, которым мы владеем. И мне кажется, любое произведение Пушкина, если брать, или прозу, или поэзию, человек начинает читать, и он не может оторваться. Ну а самое главное, то, что Пушкин, ну, любое его произведение берите, оно всегда актуально. Оно всегда актуально. Именно в человеческих отношениях. Вот мне почему, я сказал, что мне Дубровский и Герман. Мне Онегин не нравился, потому что я вообще не мог понять, зачем он столько времени вообще на него потратил. Это я потом уже понял, что там речь идет о любви больше, да? О русской жизни, как жили эти... Энциклопедия русской жизни называли. Да, Белинский так его назвал. А первый, это мне вообще как бы нравился Дубровский. Это же честный, благородный человек, да? Ради любви. А вот это благородство женщин, которая, если уже была под венцом, то она уже не могла уйти с любимым, потому что она уже была перед Богом там, да? Как бы эти все вещи им актуальны. А если взять произведение, я его даже не считаю детским, о рыбаке и о золотой рыбке, да? То это вообще, по-моему, басня, которую вообще всем надо читать. И людям любого возраста. И это не детская сказка. Поэтому все произведения Пушкина, они просто гениальны. Ну хорошо, раз мы начали с русского языка, с Дня русского языка, хочется поговорить про вашу деятельность в качестве председателя русской общины. Какие функции она выполняет сегодня, какие задачи? Ну, конечно же, в первую очередь русская община, это мы, вот когда я стал председателем 5 лет тому назад, главное мы поставили это пропаганда и популяризация русского языка. Ну, потому что, когда мы видим то, что творится, то отношение вообще к русскому языку, к русской литературе, вообще сносят памятники культуре, Пушкину. Да, вот это все. Естественно, мы поняли, что в первую очередь своими общественными силами мы можем в первую очередь это пропагандировать, традиции, обычаи, культуру, русской культуры, ну, русскость, или, скажем, русского народа. И одно из первых, вот 6 июня, мы уже 4 года на площади театральной, можно так назвать, перед Русским театром. 6 июня мы пристаем к людям и спрашиваем, что сегодня за день. Если человек отвечает, что сегодня день рождения Пушкина, мы вам говорим, как-то с того, с чего вы начали, Ирина, да? Прочитайте пару строк. И если человек пару строк из Пушкина читает, то мы ему дарим книжку Пушкина. И это мы уже делаем... Ой, почему 4-то? 5-й год.
Вот. В этом году нам в этом помогала молодежная ассамблея народов республики. И вот именно этим мы и занимаемся. Ну, а кроме этого мы проводим такой, практически он идет в течение года, начиная с сентября, а итоги его подводим в мае. Это фестиваль-конкурс русской культуры. Это 7 номинаций. Это русская поэзия, ну, вот наши. Ну, в первую очередь, это должен быть якутянин. Если вы даже якут, но прописаны в Москве, то в нашем фестивале вы участие принимать не можете. Только те, кто живет и прописан в Якутии, участвуют в То есть нашем... прям паспорт проверяете, прям прописку? Конечно, только прописанные должны быть в Якутии. Даже если он родился в Якутии, но если он живет в другом месте, то в нашем фестивале он не принимает. Только жители нашей республики. Это вот поэзия, проза, песня русская, русский танец, учитель русского языка в школах, преподаватель русского языка и литературы в СУЗах и вузах и актерское мастерство. И вот начиная с сентября и 24 мая в день русской славянской письменности мы подводим итоги и вручаем этих 7 номинаций. Жюри у нас не иногда, очень часто строгое. Например, у нас по русской поэзии вот уже через год, 4-й год, не присуждают, например, гран-при. Не присуждает, то есть нет достойных, считают? Да, вот нет достойных. И, по-моему, у нас еще какой-то в этом году в танце не было в гран-при. Но лауреаты есть, а гран-при нету. Вот этим мы занимаемся. Кроме этого, у нас есть традиционный, естественно, начиная с детей, мы проводим фестиваль тоже русской культуры среди детей, дошколят, и школьников, и студентов имени Людмилы Герасимовны Медведевой, первого председателя нашей общественной организации. Ну и мы уже 2 года, мы как бы шефствуем над, как он называется у нас, временного пребывания, центр, где живут беженцы из Донбасса. С новых территорий. Да, мы поддерживаем связь, и как только нам сообщают, что там какая-то проблема, мы вплоть до того, что мы там покупали кастрюли, сковородки, коляски, детям телефоны. Сами понимаете, да, когда подросток, и у него нету телефона. Вот, и поэтому мы им оказываем такую помощь. Кроме этого, мы их приглашаем обязательно всех на все культурные наши мероприятия. Ну вот, если так вкратце. Ну и, естественно, мы принимаем участие во всех общественно-политических событиях, которые происходят в нашей республике. То мы также, как и все, принимаем участие в тушении пожаров, и в благотворительном сборе финансовых средств, материальных средств. Вот это все мы принимаем активнейшее участие. А кто может стать членом русской общины? Вот если я, например, к вам приду... Без проблем. Я вам могу сразу сказать, что у нас есть прямо активные члены, которые не являются русскими. В смысле, по такому расовому подходу, да? Вот прям что. То есть главное знать и любить русский язык. Да, у нас отношения, культуру. Да. Именно русский, любой человек может у нас быть. Желание русской общины у нас нету прям такого. А я вот еще знаю, что русская община учредила специальный приз на спортивных соревнованиях имени Анатолия Добрянцева по якутским прыжкам. Вот Да. причем тут якутские прыжки? Не, вот это я когда мы раньше были знакомы с Анатолием Анатольевичем Добрянцевым. Кстати, совсем недавно была годовщина со дня его смерти, год назад. И я знал, что Добрянцев и Добрянцев, а вот 5 лет назад я его уже узнал более, скажем так, глубже, да, и когда он стал рассказывать о потомках ямщиков государевых, и что это за люди, и, оказывается, их уникальность, это как они и говорят на русском, и говорят на якутском, а песни поют на русском, и в то же время могут спеть на якутском. Очень интересная такая вот сословия, я даже не знаю, как их назвать. И поэтому сейчас 10 и 11 числа в селе Акчемце будут проводиться спортивные соревнования памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева по якутским национальным прыжкам. И вот именно вот это
симбиоз вот это ямщиков, да, якутской и русской культуры, и спортивной, и традиции, и обычаи мы решили поддержать. Объединить и поддержать. Да, потому что мы вместе с Анатолием Анатольевичем в свое время учредили как раз и Союз славянских общин. Он как бы, он говорил, он русский, но при этом как бы с якутской душой, да. И поэтому мы учредили приз от русской общины 20 тысяч победителю одной из номинаций этих прыжков, который выиграет. Мы на всякий случай, нас поедет представлять, если я смогу, я сам поеду, а если нет, поедет Александр Николаевич Кимкимен. Я ему сказал, ну, если там русских, говорю, не будет, победителей, ну, уж дай, кто тебе понравится. Ну, это уже так, шутка, на самом деле, конечно. Когда будет спартакиада это? Вот 10-го это соревнования именно по национальным прыжкам. В Актемцах 10-11 июня. Но если говорить про Ассамблею народов Якутии в целом, да, сколько там вообще народов и какая из общин наиболее активная? Ну, юридически у нас, конечно, зарегистрированных общин более 70. Но активными, скажем так, членами ассамблеи это является 41 общественных формирований. И надо тут сразу сказать, что даже русских, скажем, общин, да, там 4. Ну, это вот смотрите, это наша русская община, да, русское устье, русские, пахачане русские, да, и имщики русские. Казаков еще не хватает. Нет, я вам еще не назвал казаки. Это как бы сословие, и их входит тоже 2. Они отдельно. Они тоже входят в ассамблею, но их представители в смысле, тоже. Они не русская община, они отдельно, как бы, казачьи. нет, мы входим с ними как бы в союз славянских общин. С казаками тут, с ними вопрос очень такой интересный же. Вот вы, например, видели вилюйских казаков? А они больше похожи на вас, чем на меня. Вилюйские казаки. Поэтому здесь говорить, что казаки русские, ну, так нельзя. Поэтому, потому что вот даже если изучать, то среди казаков же там и башкиры были. Очень много. Вообще казаки такой, это больше сословие, мне кажется. Это образ жизни. Наверное, это все-таки не национальность. Тут Но на Украине сейчас утверждают, что это... Какое-то культурное сословие это все-таки. Больше. Если прямо углубляться в историю, там очень много заморочек именно на национальной Но это почве. все-таки часть русского мира, вот в том понимании, Нет, как мы я сейчас считаю, говорим, что это русский часть мир. русского мира, потому что, я, например, считаю, что Якутия это тоже часть русского мира. Да? И Башкирия, и Бурятия. Это тоже все часть русского мира. Но тут уже надо просто говорить об уважении традиций, культуры, обычаев уже внутри русского мира. Поэтому... единство многообразия, да, как президент говорит? Да. Вот я продолжаю как раз то, что вы сказали. Ну или то, что сказал Путин. Но вот вы активную работу ведете с библиотеками тоже. Вот есть ли у ребят сейчас интерес к чтению вообще у детей? Ну вот я, насколько могу судить по подросткам, как-то не особенно. Ну, к сожалению, с вами приходится согласиться, Ирина. Но я, например, когда прихожу в библиотеки, вообще у меня комплекс, да? Потому что так, как говорят библиотекари, которые давно работают, да, библиотечные работники, начинается комплекс, правильное ударение. Когда они выступают, думаешь, где вы вообще эти слова берете, красивые русские слова. Поэтому я всегда восхищался работниками библиотек, и мы с ними сотрудничаем, особенно мы сотрудничаем сейчас с 3 библиотеками. Это, естественно, вот наша национальная библиотека, которая вот тут вот недалеко, это улица, потом библиотека Белинского и СМАРТ библиотека, и мы с ними постоянно проводим какие-то совместные мероприятия. Например, но вот эти вот конкурсы, они вот эти конкурсы, они мне, вот интересный конкурс был «Смарт». Мы читали Островского. Пригласили известных людей разных, которые читали Островского, драматурга, не Николая, а драматурга, который написал «Грозу». Или вот сейчас, например, Белинского, они проводят конкурс рисунков, посвященный, опять же, нашей стране России. И они очень много делают различных проектов, которые связаны с детьми и подростками. Но тут, мне кажется, все-таки проблема больше в родителях.
Надо через родителей учить детей читать. Потому что все-таки библиотеки, они все равно, как бы они не делали, сколько бы они мероприятий не проводили, если нет интереса к книге дома, мне кажется, бесполезно что-либо потом этим библиотекам делать. Тем более, все-таки у них нету таких вот рычагов, чтобы приучить детей. Они создают для них условия. Они очень интересные проекты делают. Вот все 3 этих библиотеки, которые я назвал, мы с удовольствием принимаем участие и поддерживаем, и свои призы выставляем постоянно. Но когда смотришь, все-таки хотелось бы, чтобы участвовало гораздо больше. Потому что, когда мы даже проводим конкурсы на знание стихов, чтобы читали вот имени Медведевой, то нам бы хотелось, чтобы принимало участие это гораздо больше. Хотя, еще раз говорю, что, мне кажется, здесь есть над чем работать. Но в первую очередь надо воспитывать родителей. Надо возвращаться то, когда мы были детьми, как к нам относились родители. Мы в последнее время... Книжки вслух читать, да, детям? Да. Да, это же, кстати, очень хорошо же. Вспомните эти семейные чтения. Это же было классно. Я Ну, не знаю. гаджетов потому что не было. Ну, да, вот я согласен, но сейчас же в школах забирают гаджеты. Вы вспомните, у нас в школе же, как учителя читали, как на уроках литературы, например, ту же «Грозу» мы читали, нам учитель говорил... По ролям, ты Катерина. По ролям, ты Катя, ты тут сторож какой-нибудь. И вот, и мы читали же это. Мне кажется, просто надо эти вещи возвращать. А как вы считаете, вот влияние иностранных слов на русский язык? Вот тут С ним стоит бороться или нет? Надо, потому что нет. Вот есть слова, которые технические, да? Вот они, конечно, должны остаться, типа резистор, конденсатор, да? Ну, как радиотехнические или там компьютерные, да, которые относятся. Но когда я, например, там слушаю и говорит, каждый уважающий себя индивидуум должен положительно относиться к парадоксальным эмоциям другого индивидуума. Ты вообще что сказал? Ты вообще не мог сказать, что просто каждый человек должен уважать мнение другого человека. И короче, и гораздо понятнее. Но у нас наполняют вот этими дурацкими иностранными словами, которые у нас, по-моему, есть и в якутском, и в русском языке. И мне кажется, вот эти понятия там кейсы, там еще там куча этих названий, я считаю, что они не нужны. И мне слово, например, креативность, а чем хуже слово творчество? Это же одно и то же. Ну, почему-то вот креативность, это звучит. Креативный класс. А творческий класс, это уже не звучит, да? А феминитивы вам как? Так? Феминитивы. Вот это еще хуже. Режиссерка, редакторка. Вот, не. Для меня вообще это какая-то пародия и смех. Вот это вот зачем? Ведь Цветаева, насколько я помню, она, например, была даже против, чтобы ее называли там поэтесса. Поэт. Она считала, что она поэт. Ну, это как раз пример. А сейчас, наверное, поэтесска. Поэтка. Или поэтка. Поэтка. Писателька. Да это вообще это ужасно, мне кажется. А еще мне не нравится, когда зачем-то влазит в язык и начинает его портить. Ты, слушай, ты не порти у себя там в английском языке, что ты в наш язык лезешь со своими «к». Ладно, поняла. Давайте тему сменим. Вы недавно внесли предложение об учреждении Дня национальных культур народов республики. Более того, будет учреждена госпремия республики за вклад в укрепление межнационального мира и согласия. Ну, тут, да. Вот расскажите. Вот тут надо сразу уточнить, что это, ну, чтобы люди, зрители не поняли, что это я лично. На самом деле это, конечно же, внесло Ассамблея народов. О том, что такой день необходим национально-культурных объединений, потому что мы понимали, что надо как-то акцентировать внимание на том, что у нас в республике в этом плане идет очень шикарная и отличная работа. И нам есть что показать. Я сейчас приведу еще кучу примеров. И мы предложили это Айсену Сергеевичу, что надо такой день и примерно, чтобы это было в декабре. А почему в декабре? Потому что вот в декабре тогда на Конгрессе народов Якутии, Конгресса народа Саха, прозвучало
почти 30 лет тому назад о создании такой идеи, о создании Ассамблеи народов. Ну, чтобы как-то была какая-то связь. Преемственность. Преемственность, связь, традиции, чтобы про это не забывали. Откуда это пошло? Потому что ведь у нас Ассамблеи народов создали раньше, чем в России. Мы одну из первых ассамблей народов. Почему вот сейчас, например, у нас создали общественно-государственную организацию Ассамблеи народов России, а наши же, мы на много лет старше. А тут в Якутии как... Да, и вот я когда там был, я говорю, а зачем мы будем закрывать? Ну хорошо, давайте мы, говорю, откроем ваше региональное отделение, и пусть одно это региональное отделение у нас будет тире Ассамблея народов Якутии, и тире будет региональным отделением. Потому что я не считаю нужным вот такую организацию с такими историями, с такими уже прям легендарными людьми, которые возглавляли эту организацию, просто ее закрывать. Зачем? Вот. И поэтому мы и предложили. И Арсений Сергеевич согласился. Поддержал, да? И тут же, обратно, когда я ему это предложил, он сказал, а почему бы нам еще не учредить госпремию? Ну, я говорю, только, Арсений Сергеевич, вообще будет классно в этот же день, если мы будем делать раз в 2 года фестиваль народов и вручать такую премию государственную. Я думаю, что это будет очень здорово. Это вообще это прорыв. И самое главное, что вот наши руководители национальных культурных общин, у них и стимул, и они будут видеть, что им благодарны за то, что они делают. Вообще просто же это отлично. Ну и тут мне хочется похвастаться опять. Сейчас ведется такой рейтинг ассамблей субъектов Российской Федерации. Вот. И мы первые. Мы даже Москву опережаем. Ну, поздравляю. Нет, ну он такой неофициальный, но когда нам об этом говорят, я говорю, ну, и когда это сказали, а потом это уже 3-й раз повторили, что мы по-прежнему Якутия всех опережает. Лидирует. Да, ну на самом деле вот я решил так вот похвастаться, что мы работаем, и у нас ведется очень активная работа, и самое главное, что у нас гражданская позиция четко. Ну, раз мы про Илдархана заговорили, мы тут в последние дни, недели говорим о том, что вот 5 лет на посту. Вот на ваш взгляд, какие-то самые знаковые достижения? Да, но мы, Ирина, же можем с вами вспомнить, да? Мы же с вами 5 лет назад, если вы помните, были в мэрии, и как раз вот этот, я помню, включили телевидение, да, там Арсения Сергеевича, как раз было назначение. Конечно, можно говорить о том, что у нас и дома строятся, и посмотрите, сколько у нас медицинских центров различных построено, и очень сбылась вот мечта, я когда был министром спорта, что у нас еще один ледовый дворец появился в порту. Но главное, мне кажется, это то, что у нас улучшилось и одно из лучших положений демографических в республике. Ну, то, что отметил президент как раз Да. самым первым, самым главным. Вот это же главное. Ради чего делается-то? Все эти там дороги и прочее, для чего? Для людей. И у нас, оказывается, больше. Кроме этого, у нас же появилось почти 33 тысячи многодетных семей. А кроме этого, мы еще, вот это главное достижение, 5 лет, потихоньку шли. Наше население увеличилось. Мы превышаем среднюю продолжительность жизни по России. У нас почти 73 года продолжительность. То есть мы опережаем уже среднестатистическую продолжительность жизни, чем по России. Вот это. Можно много других еще назвать. Но для меня вот эти 3 для меня просто рождаемость детей, продолжительность жизни и многодетные семьи. Потому что я этим всю жизнь занимаюсь, и для меня это прям бальзам на сердце. И прям вот то, что это, наконец мы добились и идем. И я думаю, что в ближайших 3 года мы, наконец, 2-й раз в моей жизни в Якутии будет жить 1 миллион. Да, мы тут недавно выяснили, что в 80-х годах, в 80-е годы я поработал в комсомоле, и как раз у нас был 1 миллион. Миллионный житель там родился, по-моему, в Нерюнгре или в Мирном. И вот теперь я тоже думаю, что пора.
Хорошо. А в части вот межкультурной коммуникации какой курс нужно держать У руководству нас сейчас республики? все идет правильно. Вот за счет чего этот? Нашу республику везде, ну, это заслуга уже вот от того, что 30 лет это проделывается. Нас всегда на каких-то различных мероприятиях, вот, которые связаны с межнациональными общениями, вот, национальных культур, всегда приводят пример. Потому что у нас работают 3 кита, которые основой являются вот этих межнациональных отношений и ведут эту политику именно межнациональную. Это у нас есть министерство, которое этим занимается, Министерство по внешним связям и делам народов. Кроме этого, у нас же есть еще другое министерство по делам народов Севера. Да? Потом следующее, это у нас Дом дружбы народов. Методическое подкрепление и организационное. Именно те, которые вот это несут и методически это могут оформлять. Это наш Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Ну и третье, это, конечно же, Ассамблея народов, куда входят вот эти все национально-культурные объединения. То есть это не придуманные какие-то люди, это не юридически оформленные, а это настоящие, существующие люди, которые представляют народы нашей республики. И вот эти 3 направления, не в каждом регионе это есть. А у нас есть, и мы работаем в плотной связи. Да? Я являюсь там членом коллегии, я являюсь членом комиссии при главе республики. При любом каком-то серьезном вопросе со мной советуется и министр, да, и директор Дома дружбы народов. Мы просто так не пишем, например, с Антониной Николаевной мы знакомы с комсомола, и я сразу ей сказал: Антонина Николаевна, не надо нам фальшивых медалей. Если вы делаете концерт без Ассамблеи народов, не надо писать, что и Ассамблея народов. Но давайте нас вписывайте только тогда, когда мы принимаем участие. И вот мне хотелось бы как раз вот похвастаться, и это отметили опять на российском уровне, впервые где-то в регионах была проведена практически декада, а я бы назвал двухнедельная, посвященная русской культуре и русскому языку, которая началась с Дня славянской письменности и закончилась Днем русского языка с 24 мая по 6 июня. Представляете, вот больше нигде так не проводится. Вот, а в Якутии проводится. А это не в ее рамках была премия для юных якутян, где ребята из Жатаи, Нет, но промышленного это техникума? было не в рамках, но это так хорошо совпало, это так было здорово. А на самом деле такое количество детей, там как раз параллельно тоже проходили и вот эти в составе декады, там была выставка как раз, которая посвящена русской письменности, русскому языку. И дети как раз ходили и смотрели. Вообще это очень здорово совпало, очень хорошо. Но это было отдельное мероприятие. Отдельное мероприятие, да. Что они делали, ребята эти? Ой, ну, там Жатай, они... промышленная техникум, 15-я школа, насколько мы Нет, знаем, это... победили. Вот тут уже 15-я школа и прочее. Тут надо отметить то, что это Ассамблея народов, мы учредили премии от Ассамблеи народов. У нас с этими организациями вот 15-я школа, 10-я школа, 2 жатайских школы, 32-я школа. Вот. С ними заключен договор от Ассамблеи народов, и они нам предоставляют какую-то кандидатуру ребенка, который, по их мнению, и учится хорошо, и активно участвует в жизни школы, и какой-то инициативный. И вот мы от имени Ассамблеи вручаем стипендию. А вот в промышленном техникуме, это я просто еще будучи главой Промышленного округа? пообещал, что я, как человек, который работал в СПТУ-16, пока жив, буду платить свою стипендию. Поэтому я эту стипендию вот уже, я не знаю, 7-й или 8-й год плачу. Каждый год в конце июня я приезжаю и вручаю. А вы еще недавно какой-то этноквест проводили? Вот тут опять же надо говорить, это проводили Дом дружбы народов совместно с русской общиной и казачеством. Потому что прошел такой первый этап, он называется «Казачий сполох». Это ну, что-то похожее, я не знаю, Ирина, вы так хорошо выглядите. Вы захватили зорницу в детстве? Такую военно-патриотическую игру?
Вы были пионеркой? Я была пионеркой, да. А Зорницу, военно-патриотическую игру не захватили, наверное? Нет, была Зорница. Вот Зорница. И вот этот сполох, казачий сполох, это что-то подобие собирается сделать, но пока, видать, его делают на уровне казачат. Хотя, когда мы с ребятами встречались, я их спросил, я понял, что там из 5 команд казачьих только 2 команды, а другие были просто представители других школ. И там Жатайская была, по-моему, ребята казачата. И вот там как раз вот этот этноквест, он как раз был посвящен военно-патриотическому такому воспитанию с уклоном на казачество. Хочу еще успеть спросить про Республиканский центр психологической поддержки. Вы там заместитель руководителя. Вот какие проекты вы курируете в центре? И там, наверное, все-таки помощь вернувшимся из зоны СВО, да, в центре вы внимания? Практически уже ответили. Ну, сказать, что я курирую, нет. Я больше как человек, который создает и помогает создать условия для психологов и для их нормальной работы. И для тех, кто к нам обращается. Ну и вот раньше мы только если занимались в основном семьями, молодежью, вот такими бытовыми проблемами, детьми, то сейчас у нас 1/3 и даже уже чуть больше наших психологов занимается вопросами СВО. Это работают с семьями, с матерями, с детьми, с самими участниками. Вот тут мне сразу хочется пример один привести. Я не могу о нем не сказать. Да? Наши девушки были в Ростове, в госпитале. Да? Вот наши психологи, девушки. И вот они потом делились своими впечатлениями. И они говорят, вот по своему менталитету же мужчины якуты же очень такие неэмоциональные, они такие, ну, как бы в себе более спокойные. Да? И они когда видели своих землячек, ну так, ну, здравствуйте, так, ну, радостно. А девчонки говорят, вы бы видели, как нас обнимали, как нам выскакивали, сколько криков русских якутян, которые вылетали с криками «наши девчонки», и прямо вот с этими эмоциями, прямо вот, и, говорит, вот эти ростовчане там, ну, все, кто из других регионов, говорит, что мы-то не из Якутии. Потому что вот они увидели вот эту нашу настоящую вот эту дружбу, взаимопомощь, уважение. Наши девчонки и с ними и беседовали, и говорили, и подарки, и обереги привезли якутские. И вот прямо гордость распирала то, что вот так вот мы относимся к своим ребятам и психологам. Ну и наши психологи, они ездят и в Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, где находятся. Ну и здесь тоже работают. Ну и мы не оставляем те направления работы, которые у нас были и раньше. Это и телефон доверия, это и мобильно-кризисная служба, это, оказывается, помощь детям, которые подвергаются физическому, сексуальному насилию. Да, там представляют и защищают их на судах, с ними участвуют. Ну и, конечно же, и семейные психологи, когда в семье какие-то записи ведутся. Поэтому приходите, все у нас работает и бесплатно. Ну вот наш земляк Александр Колесов удостоен наивысшей награды, да, президент страны вручил ему звание Героя России. Вот как вы считаете, это такой пример единичный или? Ну, мне кажется, что со временем у нас еще появятся герои, потому что все-таки Александр, ведь вот даже пример, ну, хочется сказать, он, кстати, первый заместитель Дома дружбы народов, директора, да? Мы с ним так или иначе уже и так работали до этого, и после этого работаем вместе по всем нашим направлениям, о которых я ранее сказал. Но пример, он орден мужества получил, который заработал еще лет 10 назад. Так долго он к нему шел. И вот эта звезда героя, она же ведь тоже, он же, это почти чуть ли не через полгода пришло, его нашла. И я думаю, что у нас появится этот герой. И тем более само поведение Александра, я вот когда на него смотрю, очень скромный человек сам по себе. И он по-прежнему переживает и очень болеет за наших ребят, которые там находятся. Да? И я думаю, что у нас еще будут герои. Ну или, как говорит Путин, вообще не все ребята, которые там находятся, они все герои. А как вы думаете, вообще вот, ну, это последний, наверное, уже вопрос, у нас время к концу подходит. Вот люди, которые на новых территориях, да,
Они же тоже должны стать вот, ну, частью этого русского мира. Или вот, Россиянами. Да, как это должно происходить? Мы должны им И- помогать. И мы некоторые вещи им должны прощать. Потому что даже вот, когда я тут общался которые приехали из Донбасса, все-таки вот этот налет, я не знаю, как назвать, хохлизма ли это назвать, хохловство ли это, Украинизация, скажите. вот эта будет. украинизация или какой-то, она как-то все равно присутствует. И особенно она присутствует, это отсутствие знаний вообще и яма в образовании именно у молодежи. И мне кажется, мы здесь должны будем очень серьезно работать. Потому что у них просто там, по-моему, белое пятно. Ну и в том По числе, истории, литературе, культуре, Ну эти вот вещи. как раз вот те задачи, которые в том Да, числе ваша община решает. Ну что, спасибо вам большое за интересную беседу. И вам спасибо, Ирина. Как всегда, мне было с вами приятно беседовать. И классный цвет у вас, цвет костюма. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.